Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема урока – имя существительное. Начнем урок со слов основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, нашего уважаемого Эмомали Рахмона. Наш уважаемый президент сказал: «Мы ясно отдаем себе отчет, что русский язык для нас был и остается окном в науку, средством общения с внешним миром, и растрата этого капитала была бы ущерб в себе. Знание русского языка остается жизненной необходимостью в развитии таджикского русского двуязычия и сегодня. Это также относится к изучению имен существительных, потому что мы сталкиваемся с ними каждый день, даже ежечасно используя язык». Имя существительное. Имя существительное – это именная самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто», «что». Предложение может быть любым членом предложения, но чаще всего подлежащим дополнением. Общее грамматическое значение существительное – это значение предмета. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить. Это кто или это что? Например, кто? Президент. Что? Правительство. Кто? Ректор. Что? Университет. Кто? Студент. Что? Аудитория. По значению имена существительные бывают собственные. Собственные существительные называют единичные предметы: имена, отчества, фамилии, названия географические, литературных произведений, исторических событий, предприятий, клички животных. Нарицательные. Нарицательные имена существительные называют однородные предметы, пишутся со строчной буквой. Запомни. Собственные имена существительные пишутся с прописной буквой, то есть с большой буквой. Названия газет, книг, спектаклей, фильмов, картин, пароходов, марок и сортов различных предметов заключаются в кавычки. Собственные наименования, состоящие из двух или более слов, являются одним членом предложения. Имена существительные бывают одушевленные, которые отвечают на вопрос «кто». Они служат названиями людей, животных, игрушек. Например, кто женщина, кто белка, кто кукла, кто робот, а также существ, похожих на человека. Русалка, черт. Неодушевленные существительные, которые отвечают на вопрос «что». Они служат названиями неживых предметов. Что город, что лес, что ромашка, что книга. И называют группы живых существ. Отличие одушевленных от неодушевленных. Иногда очень сложно различать между собой одушевленные и неодушевленные существительные. Например, народ, ангел, робот и другие слова. В этом случае помогает знание особенностей склонения слова. Одушевленные существительные мужского рода второго склонения имеют одинаковое окончание в родительном и винительном падежах, единственное числа, а неодушевленные в именительном и винительном. Именительный падеж. Народ, ангел, робот. Родительный падеж. Нет народа, ангела, робота. Винительный падеж. Вижу народ, ангела, робота. Таким образом, существительные народ неодушевленные совпадают в форме именительного и винительного падежей, единственного числа. Ангел, робот одушевленные совпадают в форме родительного и винительного падежей, единственного числа. Пожалуйста, обратите внимание. В одушевленных существительных совпадают формы родительного и винительного падежей, а в неодушевленных – именительного и винительного падежей. Число имен существительных. У нас есть единственное число и множественное число. Единственное число – стол, во множественном столы. Улица – улицы. Случай – случаи. Слова, которые пишутся только в единственном числе. Название праздников и действий. Голубизна, чистота, гордость, гнев, смех. Название совокупности предметов. Листва, мошкара, посуда, зверек. Слова, которые пишутся только во множественном числе. Название веществ, дрожжи, румяна, чернила. Название парных составных предметов.
ножницы, брюки, очки. Названия природных явлений, отрезков времени, заморозки, сумерки, каникулы. Собственные имена существительные: Альпы, Карпаты. Пожалуйста, определите число следующих картин. Книги, множественное число. Книга, единственное число. Перо, единственное число. Перья, множественное число. Шахматы пишутся только во множественном числе. Смех только в единственном числе. Благодарю за внимание.